Жильцы многоквартирных домов чаще всего сталкиваются с жилищно-коммунальными проблемами. Многих сегодня не устраивают обслуживающие компании или ТСЖ, которые порой никак не реагируют на жалобы жильцов. Куда обращаться, если проблема все-таки возникла, разбиралась Ульяна Шагина. Айталина Егорова живет в доме по улице Аюнского, 25. Сегодня этот дом является одним из образцово-показательных в столице. Но так было не всегда. Порядка 7 лет жильцы дома пытались отказаться от управляющей компании «Северстрой», обслуживанием которой были недовольны. Многолетний конфликт жителей дома с компанией «Северстрой» перешел в зону боевых действий. Не желая отпускать дом, руководство «Северстроя» не шло на контакт и мирное решение вопроса. Ходили, срывали все объявления, уведомления, натравливали жильцов против активных жильцов нашего дома. Писали в прокуратуру, жалобы. В такую ситуацию может попасть любой дом. Тем не менее, люди годами терпят недобросовестные управляющие компании, не зная, куда обращаться, и считая, что битва с коммунальными компаниями обойдется себе дороже. Этими и другими вопросами в сфере защиты прав потребителей занимаются республиканские управления Роспотребнадзора и Госстройжилнадзора. Между тем, с 2011 года помогает горожанам на безвозмездной основе некоммерческая общественная организация «Потребитель жилищно-коммунальных услуг». Вопросов, конечно, много. Все, что касается предоставления жилищных и коммунальных услуг. Это отсутствие температуры по горячей воде, несоответствие температуры воздуха в жилом помещении. Дмитрий Брейнер 4 года добивается ежегодного перерасчета от своей управляющей компании ЖКХ «Губинский» за некачественную воду, поставляемую водоканалом на период с мая по октябрь. Благодаря своей настойчивости и помощи со стороны общественной организации «Потребитель ЖКУ» и управления Роспотребнадзора Дмитрий смог добиться решения своей проблемы в суде. Все 4 года дело решалось в суде, все дела были выиграны, перерасчет сделан. Ну и также еще компании был выставлен штраф за нарушение жилищного законодательства. Сегодня защитой прав потребителей по этим вопросам в Якутске занимаются порядка 8 таких общественных организаций, но активно работают только 2 из них. Общественная организация «Потребитель ЖКУ» активно сотрудничает и с другими надзорными органами. За 7 лет работы судебную защиту получили более 250 обратившихся граждан. 500 человек проконсультировались по тем или иным жилищным вопросам. Когда люди обращаются за консультацией, мы помогаем составить претензионное письмо в адрес управляющей организации. И потом этот гражданин звонит и говорит: вы представляете, а ведь мне сделали перерасчет. И вот это вот очень радует. В случае нарушения жилищных прав в первую очередь нужно составить грамотную претензию в адрес управляющей компании или ТСЖ. Если там работают вполне грамотные специалисты, то чаще всего вопросы решаются в досудебном порядке. А если нет, то не надо бояться защищать свои интересы в суде. Иначе сотни миллионов рублей, уплачиваемые за некачественные коммунальные услуги, так и останутся у недобросовестных компаний. Ульяна Шагина, Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск.